Добрый день, дорогие телезрители, наступило лето, и я, собственно, персоной Дмитрий Аргунов, вот сельский дед, ступил на скользкую стезю Даши Анкехова, которая, как известно, очень любит пернатых, там, уток, куриц, перепелок и так далее. Привет, Даша. Главный перепелкодержатель нашей республики Николай Васильевич Атласов, мы, вернее, сегодня у него в гостях. К чему это я? К тому, что давайте мы... краткий курс литературоведения. Был такой роман «Приключения Чонкина» Войновича, и один из персонажей этого романа из, извиняюсь, отходов делал самогон. Тем же самым страдал еще и Остап, по-моему, Бендер, который продал успешно рецепт самогона из, извиняюсь, дерьма американцам, которые во время сухого закона приехали в Советскую Россию. К чему это я? Я к тому, что... вообще-то мы сегодня говорим о высоких материях, об альтернативных источниках энергии. То есть, смотрите, обычно человек включает кран, включает газовую плиту и на этом готовит, там, то есть обогревается. Да. Николай Васильевич пошел дальше. Он посчитал, что перепелки, вот эти замечательные создания, смотрите, какие кути. Это не только ценные питательные яйца, да, которые... Вообще, гастрономическая это же сказка вообще, да? Да. Это еще и 200-250 грамм вкусного диетического мяса. Вот, смотрите, перепелочки от шефа Атласова. Но это еще и замечательный источник... Ну, теперь все, рассказывай. Так, биотопливо. О, газ! Газ, да. Тут получается не только даже биотопливо, да. Тут получается то, что остается еще после газа, биогумус. Точнее, мы если вот будем выращивать что-то, да, вот этим курам на кушание, да, то получается мы от земли только берем, и надо отдавать же. И то есть мы, получается, этот биогумус будем использовать для того, чтобы в землю возвращать витамины и минералы, и обратный цикл пойдет. Вот. А биогаз это получается вкусная еда, получается, соответственно, зимой энное время может отапливать маленькое помещение. Даже так? Да. Сколько, извиняюсь, ты в вопросах биогаза застрял? Потому что газ-то, получается, я так понимаю, идет в процесс какой-то брожения. Вот в септиках у нас та же самая масса, да? Ну, да. Но там, когда подогревает, спутник проходит и так далее, там иногда может даже хлопок произойти в септике. Да. Согласен? Да. Какой процесс там вообще проходит? И там, за сколько времени? Брожение, да. Допустим, перепелиная, да, получается 1,5 месяца. Бродит. Бродит, да. А потом уже доливаем. То есть процесс пошел, завелся машина, и потом доливаем, и все. А коровье навоз, да, 15 дней. Быстрее? Быстрее получается, да. Но я вышел из того, что мы должны переехать в деревню жить, да, и готовлюсь к этому. Что, допустим, газ у меня 8 километров от села, от Сото, да. И мне надо будет, допустим, заниматься зимой разведением вот птиц, кроликов, птичек, кур. И получается, мне надо будет отапливать это помещение. И я хочу автоматизировать полностью, то есть весь цикл. Безотходное производство, да? Да. То есть яйца, мясо, отходы, осталось перья куда-нибудь пристроить. Ну да. Согласен? Да. Осталось перья пристроить, там панно какие-нибудь там в индейском стиле, да? И они же это. Слушай, вообще как со стороны кулинарии немножко похвали вот этот продукт, вот этих перепелок, потому что в магазинах, ну, ценник такой конский же. Ну, тут на яйца. Вот у него, допустим, это тоже очень дорогая по цене, да? Но я как шеф в сельском хозяйстве, да, я контролирую мясо. То есть его цвет, допустим, вот этот же желток какого цвета тоже я уже контролирую полностью. Вот же они яйки, да? Да. Питание. Яйца, вот золотые яйца лежат, смотри, Паш. Да. И, соответственно, вкус мяса можно поменять. А также жирность тоже можно менять. Контролировать? Контролировать. Через корм. Корма я сам делаю. Вот. Соответственно, уже вот опыт, уже 1,5 года есть разведение. У меня вот уже на моих кормах уже. То есть это не шутки-шутеечки, как Даша говорит Анкехова, это вполне такой бизнес-процесс, да? Да. Она уже окупается, все.
Вот, и есть куда... Так, хорошо. Вернемся к газу. Вот я еще раз говорю, как человек, который немножко там с газовиками пообтерся, да? Вот это вот вся масса, ты ее выгребаешь, Мгм. пока не автоматизировано, да? Да, все пока на образцы у меня вот, Но собираешь. эксперимент. Да, все собираю в кучу, потом... Нет, автоматизировать. Да, я хочу автоматизировать, чтобы они все в одну кучу были. Да, а потом уже водой перемешиваю и уже большой чан будет. Ага. А сколько у тебя поголовья-то вообще этих? Ну, Максимум сколько было? У меня 3500 было. Было. Было в прошлом году. Всех съел. Всех съел, да. Вообще жестокий человек. Сейчас путь-то пройден. Мгм. Я уже знаю, как с ними и что делать, чтобы они, как поголовье. Вот инкубатор тоже сам сделал. Она переворачивает, все делает, то есть увлажнение. Я научился контролировать температуру, допустим, 36,7 здесь, 36,7 там. То есть везде уже одинаковая температура. На. Еще она двигается. Вот. Инкубатор, смотрим. Я читал в детстве книгу, по-моему, какие-то пионеры занимались тем, что вот этих цыплят тоже в инкубаторе выращивали. Очень хорошая познавательная книга была. Пчел там разводили и так далее. Да? И Ну, вот, стоит кипятильник, пары греет вот эту вот штуку. ну, там еще тены есть сзади, получается. Ага. И плюс еще продувка есть воздуха. Свежий воздух заходит, выходит Мгм. определенное время. Тут тоже вентиляция. А яйца как переворачиваются сами? Они здесь, получается, вот переворотный механизм. Выдавливают и вверх, вниз 40 градусов, туда 40 градусов. Сюда. А, понял. Кривошип Да, туда-сюда ходит, да? Механика? И, между прочим, перепела, они первые, ну, лучше экспериментом, да, потому что они даже в космосе родились. Мгм. Первые птицы, которые через инкубатор родились в космосе. Ага. Так, хорошо. Пойдем смотреть непосредственно биогазогенератор, который там достаточно темно, но все-таки вот лежат везде гаечные ключи, и сразу видно, человек газом занимается. Так, тут стоит котел и стоит... Так, тихо, 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 тихо. Мгм. Паша, ты зашел, да? Это бак, там, я так понимаю, вот отходы Вот, жизнедеятельности перепелок, Да. вот настолько, да? Вот настолько перемешанное с водой. Мгм. Оставляем 30% для образования газа, да? Мгм. И потом этот газ с биореактора собирается и идет в газгольдере. Ну, вместо газгольдера пока камеры автомобильные. Мгм. И они увеличиваются в объеме. Потом мы через компрессор Нагоняешь баллон. нагоняю баллон, и Мгм. потом уже пользуемся этим. Мгм. Так, это система подогрева, это спутник стоит, ну, или теплый пол. Это теплый пол стоит. Теплый пол Да. на 44, на 44 стоит. Да. Оптимальная температура брожения какая? Ну, по идее, 45-46 где-то вот так. Мгм. Я не стал рисковать 50, потому что это, ну, из того, что было, Мгм. просто сделал, получится, не получится. В скором времени должны быть здесь перемешалку надо сделать. Ну, человек вообще во все тяжкие пошел. Вот мы мегинские такие, да, то есть если что-то начали, то обязательно доводим до конца, и чтобы в конце процесса процесс нашего участия был минимальный, то есть чтобы коровы сами доились, перепелки сами шли на сковородку автоматом, конвейером, да, и так далее. Ну, понятно, вот этот бак это и есть биогенератор. Да. И какой объем ты выгнал, получается? Ну, получается, я уже один сделал, Мгм. и сейчас попробуем пожарить яичницу Вот на этом газе. на этом газе. Ну, Ну, вот этот провод пошел. Понял, вот желтый провод пошел. Желтый провод пошел. Это метан, который вот мы в детстве все жгли, да? Да. Ну. А это корм, кстати, да? Это корма. Вот у меня вот это получилось дробилка. Ага. И сейчас мне осталось гранулятор купить, и все. И будет полностью, ну, скажем так, большая половина. Хочу продемонстрировать. Так, я там открою экран. Ага. Хочу продемонстрировать, пока свободная вот секундочка есть, внимание, вот смотрим, да? Вот такой вот ножик от Малого базара. Дима Громов такие вот, значит, подгоны делает людям, хорошим людям. Ну, замечательные ножны, замечательная реализация. Горелка газовая,
насколько я осознаю, да, толстостенная сковородка. Ну все, шеф начинает шефовать. Оно гореть будет, да? Давление-то есть? Ну, всё. Горит-то? Горит, ага. Горит. Все. Лишь бы ветром не задуло, да? Маслица. Сейчас подождем. О, ощутимо уже. Мгм. Ну там вот уже явно процесс горения и пошел, скажем так, процесс. Уже очень горячо становится. Ну, сейчас немножко ветрено, поэтому Горит, горит. газгольдер, который устроил Николай, ну, дает небольшое, скажем так, давление. Надо было все-таки, да, реально загнать в баллон, баллон. компрессором баллон, и тогда полноценно, скажем так, чуть ли не на лухаре такой уровень этот. Бить перепелиной добавлять, да. Имбирь. Курсейна химбидде. А? Химбидде. Ага. Ну, поспевает. Весь процесс съемки, ну, пришлось вот даже Павла, оператора, задействовать. Задувает ветром, так как, скажем так, местность открытая, вот где находимся, да? Но постояли, подумали с Николаем Васильевичем, а почему бы куриным яйцам еще не добавить. Николай Васильевич сбегал, еще и 3 штуки перепелиных яиц. То есть, получается, вот эти перепелки, которые там сидели, они ждут своей очереди на гильотину, несут яйца. Эти яйца зажарены в яичницу от шефа Николая Атласова на газу, который, извиняюсь, сами же вот эти перепелки и произвели. Что ж, остается продегустировать. Это, помните, такая программа «Просто вкусно», и мы вам покажем, получается, да? А ты что, не будешь дегустировать? Ага. Ну, сейчас говорят немножко отщипни, а потом нам оставь тоже. Ну вот, Паша тоже голодный. Это, прежде чем я вкушу, Николай Васильевич, а вообще перспектива, скажем так, использования, широкого использования вот этих биогаза, она какова? Давай-ка Нью-Васуки расскажем. Потому что это хорошо забытое старое. Мы в деревнях использовали подобные баллоны с метаном все наше детство. Стояли лягушки там и так далее. Вот люди как вообще практикуют, оказывается? Ну вот центральная Россия использует его, да, в деревнях, где газа нету. И я думаю, то, что перспективу она имеет. Это, допустим, мало и вот, если птички сами себя будут обогревать зимой. Это уже хлеб? Да, плюс то, что это биогумус, который остается, да, это их корм. И тогда они, получается, сами себя обогревают, сами себе кушать дают и сами себе яйца. Ну, мы яйца и мясо только собираем. Человек только... Замкнутый круг. То есть, получается, ты хочешь довести процесс до того, чтобы минимизировать процесс, то есть запустил перепелок, а потом пришел, забрал тех, которые на сковородку пойдут, и те, которые, ну, все. Да, все остальное они сами себя трогают, как пчелы. Да. Пчелы, на самом деле, это удивительные животные. Если бы коровы сами ходили на водопой, сами себя доили и так далее, еще и откладывали, таровали бы молоко, то получились бы пчелы. Перепелки, в понимании Николая Васильевича Атласова, ну, получается примерно такая же картина, чтобы они сами себя поили, обогревали сами себя, то есть температуру заданную выдерживали,
сами себя кормили, ну, в смысле, корм отсыпали, корм, который скушали. Этот корм перерабатывают в себе, выкладывают в виде помета, помет идет в биогенератор, биогенератор выделяет газ, газ идет на отопление и идет на вот на такие вот вещи вкусненькие. Все точно. Единственное, что вообще нормально. Ну, то есть, чем крупнее поголовье, тем больше объема газа Да. может быть. Мгм. То есть, коровы, по идее, могут... Почему у нас до сих пор массово не применяют такое? Ну вот, не знаю. Не доходит, да? Да. Если ты говоришь 15 дней созревает метан, который бродит от, извиняюсь, коровьих каках, да? Мгм. Перепелиные, я так понимаю, вот ты же говоришь, 1,5 месяца. 1,5 месяца. Ну, Да. большое плечо, достаточно большое плечо. Но факт, то, что горит же, горит, и газ, который, ну, в бачке смешан с водой и при определенной температуре 45 градусов, он выделяется. Остается его собрать, расфасовать, обеспечить нужное давление и подать либо на горелку газовой печки, либо на горелку вот такой вот переносной конфорки, которая служит для приготовления пищи. Ну, поскольку шеф, еще раз говорю, Николай Атласов, вот с таким вот, вот написано вот шефу Николая Атласову, да, близок к кухне, ну и, соответственно, просто иллюстративно зажарили перепелиные яйца в миксе с куриными, с помидорами и так далее. Вкуснющие, кстати. Сейчас попробуйте после нашей съемки. Да-да-да. Ну, Коля, получается, давай разжуй планы, как вообще биогаз будет применяться в личном хозяйстве Атласовых. Так, биогаз будет на еду использоваться, да, На готовку. на готовку еды, Мгм. а также на сам птичник. Мгм. То есть большого объема просто не ожидаем. Мгм. Но если появится, это хорошо, да. Ну а так уже в перспективе думаем, то, что закупиться газовыми баллонами, сделать в 10 раз больше биореактор. Мгм. И уже сама цель того, что вот эти птичник, она сам себя должна вот, обогревать. А потом вот этот биогумус будем использовать для кормов. То есть будем сеять корма для птиц и кроликов. Вот. И получается то, что корм он сам находит и сам себя отапливает. Вообще жестокий человек, то есть он собирается перепелок эксплуатировать на... Да какое на 200? На 1000%. То есть они должны сами себя обогревать, сами себя поить, кормить, подавать сами себя чуть ли не, получается, да. Вообще хорошо И было. готовить сами себя тоже. Вот эти же перепелки, то есть на газу же готовятся, которые выделяются из отходов жизнедеятельности. Так что, ну не жестокий, но рачительный хозяин. Спасибо, Николай. Еще раз, вот этот аспект того, что хозяйство должно быть полностью автономным, это очень-очень интересно на самом деле. И почему до сих пор? Ну, разговоры о биогазе ходили давно, да, потому что вот давайте коровники там делать биогаз и так далее. Но какие-то вот эти эксперименты, они где-то застряли на уровне экспериментов, но Николай-то продолжает свои эксперименты. Он одно разведение перепелок, одно традиционные вот эти дровяные блюда, на дровяной печи, которые и так далее. Так что все очень хорошо. Мы остаемся на связи с ним. Ладно бы он переедет то, но интересными вещами он будет продолжать нас радовать. Ну да, сначала подготовительная работа, а Мгм. с следующего года уже начнем. То есть вы переезжаете уже практически? получается? Ну, уже начали переезжать. Уже начали переезжать. Ну, прискорбно, потому что одно из прикольных мест, на самом деле, усадьба Атласовых. Еще раз, Коля ставил здесь эксперименты очень большие, те же перепелки. Он первый же, по-моему, из шефов начал разводить перепелок. Ну, которые... из шефов сельскохозяйства, да, первый. То есть ты шеф сельского хозяйства. Да. То есть ты производитель и потреблянт. Я самый конечный продукт я беру мясо, Мгм, да, мгм. то есть это мясо ко мне приходит. Из него самый последнюю я делаю, потом уже съедает человек. То есть я со стороны сельского хозяйства смотрю как на качество мяса и как оно должно быть. И ты еще, говоришь, собираешься контролировать качество мяса. Я полностью контролирую кормами, то есть я могу менять вкус мяса, цвет мяса. Вот, Яйца тоже. Яйца, вот, желток могу поменять, цвет. Волшебник, одно слово волшебник. Ну и сам факт того, что следуя заветам Остапа Бендера, извиняюсь, ну не самогон, но все равно же самогон же тоже горит, да, газ тоже горит. Получается, из помета
Ну, это уже вот дождик накрапывает, так что рекомендую всем доесть яичницу от шефа Атласова, а мы с вами увидимся в следующих выпусках программы «Подворье», или мы вам покажем, кому как нравится. С вами Дмитрий Аргунов, и мы сейчас будем доедать вот эту вот яичницу, микс куриного и перепелиного. Вкусно очень.